Доброе утро, наши дорогие телезрители! В эфире самая ранняя, семейная и уютная программа «Утро Якутии». Сегодня в студии мы, Вероника Тамтосова. И Руслан Ачиров. Ну, половина года прошла, уже 1 июля, пора готовиться к Новому году. Сегодня в эфире поговорим о тарифах на жилищно-коммунальные услуги, как и на чем можно экономить. Увидим, как мирницы осваивают такой популярный вид спорта, как саббординг. Заглянем в ретро-музей на очередной любопытный обзор советской техники. Встретим в студии гостя, с которым поговорим, как нам жить с искусственным интеллектом, который уже широко и глубоко входит в нашу повседневную жизнь. А также полюбуемся на шествие древних динозавров. Все это в течение ближайшего часа. Оставайтесь с нами и начинайте новый день с утра Якутии вместе с нами. Да, а самая главная информация с утра какая? Конечно же, погода за окном. Итак, в центральных районах сегодня 16-23 выше 0, в заречной группе плюс 15, плюс 22 градуса. В южных 15-23 градуса тепла. В Вилюйской группе 17-25 со знаком плюс, в Нижнеленских плюс 14, плюс 21. В западных 15-23 выше 0, в Колымо-Дигирской группе Улусов 4-13 градусов тепла, в Янских плюс 8, плюс 17. На северо-западе 7-20 со знаком плюс. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила 10 градусов тепла, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 3 метра в секунду. Сегодня днем в Якутске пасмурно, ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура, более-менее радует. Плюс 23, плюс 22 градуса. Знаешь, как хочется уже говорить плюс 40 на солнце. Нет, мне кажется, это, знаешь, ты когда скажешь плюс 40, на следующий день захочется как раз-таки плюс 20-23. Зато будет не так обидно, потому что было плюс 40, а потом плюс 20. Хотя бы день. Ну, о погоде мы узнали. Давайте теперь обратимся к одной из обсуждаемых в эти дни тем в соцсетях. Так, после Эсэха Туймады активно обсуждали фотографию с праздника, где одна из гостей привела с собой своего четвероногого питомца, притом празднично наряженного в якутском халладае, и даже с бастына на голове, что сильно возмутило подписчиков. Многие посчитали это неуважением к народным традициям и обычаям. Так ли это и почему современному человеку нужно соблюдать традиции предков, мы спросим по телефону у нашей утренней свежей головы Людмилы Ефимовой, заведующей кафедрой культурологии Института языков и культуры народов Северо-Востока России Северо-Восточного федерального университета. Людмила Степановна. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Вы наверняка видели эту фотографию. Как вы можете это прокомментировать? Дело в том, что я не видела эту фотографию, но слышала об этом. Дело в том, что издавна у нашего народа были традиции, что на цехе привязывали собак. Собаки не допускали. Угу. А с чем это связано? Какая была причина? Это связано с ранними религиозными воззрениями нашего народа. И, видимо, это связано было с тем, что с шаманскими обрядами, видимо, или шаманской культурой, я так считаю. И все исследователи, и даже ранние исследователи истории и этнографии якутов отмечали, что на цехах не допускались собаки. То есть с учетом соблюдения традиций, домашних любимцев лучше оставить дома. Да. Но, знаете, Руслан и Вероника, что тут надо учитывать и некоторые условия современные, да. Видимо, у наших современных, скажем, земляков, видимо, и изменились представления об Исехе. Потому что раньше наши предки поклонялись высшим божествам, и такие Исехи, это коллективное моление в культу неба, это культ очень древнего происхождения, культу солнца, тоже древнего происхождения, и связывали это с древними своими воззрениями. Но с изменением наших этих жизненных ситуаций, условий, да, даже периодов, которые были в нашей жизни, эти древние представления изменились. Поэтому люди стали забывать, что нельзя, что можно.
стали забывать традиции свои. Мгм. Людмила Степановна, вот почему важно современному человеку знать и соблюдать обычаи и традиции своего народа? Потому что мы не только вот якуты, саха, да, почитают свои традиции, и почти все народы мира почитают свои традиции, потому что это и есть и наши корни, наши культурные традиции, наши ценности, которые передавались из поколения в поколение. Это, конечно, надо ценить. Я очень рада, что у нас в республике возрождены успехи, да, проведения успехов. Успехи на самом деле это обрядовые, ритуальные поклонения раньше были. Сейчас они превратились в праздники. Поэтому люди, конечно, относятся к успеху как и к празднику. Ну, спасибо большое. Мы будем надеяться, что в преддверии вот Сахалынховниринг, получается, да, у нас будет более внимательно относиться посетители к традициям, да, все участники, вне зависимости от национальной принадлежности, да, и таких казусов не будет. Спасибо вам Да, большое. это очень надо. Спасибо вам, Руслан и Вероника. Спасибо. Доброго вам утра, еще раз спасибо большое. Но сейчас, дорогие друзья, в продолжении нашего эфира мы передаем слово нашим коллегам из блока новостей. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. На одной из строительных площадок Ленского моста завершается сборка первого кофердама, который послужит основанием для установки опоры. Огромная конструкция весом почти 1500 тонн будет собрана на берегу, после чего переправлена в русло. Для переноса с берега в русло реки будут применяться технологии сферы кораблестроения, пневматические ролик-мешки. Всего будет применено 3 таких кофердама. Первый будет спущен в воду этим летом, второй и третий уже в следующем сезоне. Сооружение сложное инженерное, это долгие годы проектирования, и, конечно, здесь опыт специалистов применен всех и на стадии проектирования, и на стадии сборки. Мы считаем, что в наших условиях сделаны все необходимые подготовительные работы, исследовательские работы для того, чтобы вот такое сооружение служило опорой, основой одной из опор моста. В Якутии продолжается работа по адресной помощи военнослужащим, участникам СВО и членам их семей. Около 700 родителей участников специальной военной операции прошли санаторно-курортное лечение. Более 500 человек получили материальную помощь для выезда к месту лечения участника СВО. В службу занятости обратилось 884 человека, в том числе 306 участников СВО и 578 членов их семей. На сегодня 164 человека направили на получение профобразования и 515 человек из числа обратившихся уже трудоустроены. На сегодня 185 семей участников СВО получили возможность газифицировать свои жилые дома. 689 родителей военнослужащих прошли санаторно-курортное лечение, а 532 члена семьи получили возможность съездить к месту лечения военнослужащего. Одно из направлений поддержки участников СВО, прежде всего членов их семей, это проведение медицинской и социальной реабилитации. В этом году противовирусной терапией обеспечат более 1000 якутян. Об этом сообщили в Минздраве региона. На эти цели направлены средства федеральной субсидии, обязательного медицинского страхования и регионального бюджета, отметила главный внештатный инфекционист Минздрава республики Снежана Слепцова. Министерством в рамках нового нацпроекта «Продолжительная активная жизнь», инициированного президентом страны Владимиром Путиным, продолжается реализация проекта по борьбе с гепатитом С. Его главная цель – снизить заболеваемость хроническим вирусным гепатитом С на 15% и смертность от него на 20% в ближайшие 5 лет. Это позволит сохранить жизни почти 100 тысячам человек.
В Якутске пройдет 8-й международный кинофестиваль с 4 по 8 июля. В этом году ожидаются участники из 7 стран с 10 киноработами. Это представители из Китая, США, Франции и многих других государств. Известно, что Россию будут представлять 2 фильма, один из которых якутский. Пройдут кинопоказы конкурсных и внеконкурсных работ, различные мастер-классы и творческие встречи. Основной площадкой станет кинотеатр «Лена». Сегодня якутское кино находится на определенном этапе своего развития. Сегодня мы именно на том этапе, когда мы по-настоящему должны превратиться в креативную индустрию, в киноиндустрию. И кино, как мы все знаем, является одним из приоритетных направлений креативной индустрии и креативной экономики в целом. В этом году появился новый символ кинофестиваля. Это девушка в снежных очках. Она появится на красной дорожке, и она будет как символом нашего кинофестиваля и будет диджеем нашего кинофестиваля. Ну, утро вообще отличная пора, вот приятно. Так едешь на работу, и все с каждым годом все больше и больше людей выходят на утренние пробежки. Ты вот как к бегу относишься? Ну, абсолютно положительно. Ну, вообще, действительно, и вот, например, иногда, допустим, выезжаем на Вилюйский тракт, ну, в основном, как бы, на велосипедах, да, и там тоже очень много бегунов, бегают прямо... Не, ну согласись, это лучшая пропаганда здорового образа жизни, когда ты видишь живой пример, особенно, знаешь, возрастной пример. Ну, понятно, молодежь, там, тенденции, там, мода и так далее, там, показать, что там в спортивном костюме бежишь, а вот именно когда старшее поколение, это очень круто. Но если вы еще не решились выйти на пробежку, то мы вам рекомендуем сделать зарядку вместе с нами. Всем доброе утро, дорогие жители нашей республики. Сегодня с вами на связи тренер Света Миронова, и мы с вами сделаем классную зажигательную зарядочку. И давайте вместе со мной мы с вами поднимаемся. Первым делом начинаем с разминочки, подготовим наше тело. Сделали хороший вдох через нос, вытягиваемся наверх и выдох, наклоняемся. И еще раз, хороший вдох, вытянулись, выдох и последний раз вдох. И выдох. Супер, отлично. Выпрямились. Начинаем круговые движения головой. 1, 2, 3. В другую сторону. 1, 2, 3. Кисти на плечи и круговые в плечевом. 1, 2, 3, 4. В другую сторону. И 1, 2, 3. Супер! Сейчас мы выполняем шаг в стороны, немножко разогреем наши суставы, чуть-чуть слегка приседаем и ножку вытягиваем, подключаем наши руки, локти отводим назад. И 1, 2, 3, 4, 5. Выполняем развороты, поворачиваем корпус в стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Подключаем ножки, выполняем захлест. И 1, 2, 3, 4, 5, 6. Супер. Еще раз сделали вдох, выдох. Сейчас мы с вами добавим немножко интенсивности. Начинаем бег на месте. Поднимаем наши коленки и побежали. Давайте 20 секунд. Самое главное, мы с вами дышим. Вдох выполняем через нос, выдох через рот. Супер. Отлично. Подключаем приседания. Ножки в стороны. Присели, ножки вместе. И давайте энергичнее. Вдох, сели, выдох, встали. 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Есть. И последний. Хорошо, отлично. Теперь мы ручки берете за замочек и за затылок. Поднимаем коленку и крест-накрест, локоть, колено. Поехали. 1, 2, 3, выдох. 4, 5, 6, 7, 8. То же самое, но уже с прямыми ногами и руками. 1, 2, выдох. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Выполняем выпады на месте, чтобы проработать мышцы ног. Смотрим. Хороший широкий шаг назад. Присели на выдох и колено. На одну ножку выполняем 5 раз. Сели. Выдох. За равновесием следим. 3. Вдох. Выдох. Спинку держим ровно. 4. И 5. Сейчас мы с вами меняем ножку. Вдох. Выдох. 1, 2, 3, 4, 5. Отлично. Ноги поставили шире плеч. И давайте сделали хороший вдох.
И приседаем. Выдох. Поднимаемся. Вдох. Выдох. И в заключении мы с вами растягиваемся. Сделали хороший наклон. Растягиваем всю заднюю поверхность ног. Правой ножки. Раз. Два. К левой ножке. Раз. Два. Три. Ручки взяли. Вытягиваемся вперед. Спинку округляем. 3, 4. И прогнулись. Раз. Два. 3. Хорошо. Встряхнули, расслабили ручки. И давайте восстановили дыхание на последних. Вдох. Выдох. С вами была тренер Света Миронова. Всем отличного дня. Наступил июль, а вместе с ним произошли не очень приятные для потребителей изменения. Выросли тарифы на коммунальные услуги. Насколько, почему, узнаем у нашей утренней гости, заместителя председателя Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха-Якутия Саргаланы Матвеевой. Доброе утро. Доброе утро. Ну, новость, конечно, не очень приятная. Ну да. Саргалана Семеновна, а почему тариф вот на коммунальные услуги, да, всегда растут и никогда не снижаются? Ну, во-первых, я хотела бы разъяснить, тариф – это денежная стоимость той услуги, которую предоставляет коммунальная организация. Соответственно, когда мы устанавливаем тарифы, мы смотрим все его расходы. Это значит, например, если тепло и котельная, на каком виде топлива он работает, да, сколько вот газа, нефти или там дистоплива необходимо, сколько воды нужно, чтобы заполнить всю систему отопления, сколько электроэнергии надо, сколько человек должны работать, с какой зарплатой, какие налоги он платит, есть ли у него кредитные средства и так далее. То есть вся хозяйственная деятельность оценивается, анализируется, а потом уже определяется размер тарифа. Поэтому, исходя из инфляционных изменений и изменения цен на топливо и так далее, тарифы, они в основном случае повышаются. Но есть моменты, иногда они могут и снижаться. Это в тех случаях, например, если котельная перешла с нефти на газ, то есть более дешевый вид топлива. Например, в селе Пятигостях в 2023 году, когда вот мы установили такие тарифы, они были 8 тысяч, стали 5 тысяч. То есть вот в таких случаях возможно снижение тарифов тоже. Ну, собственно, бензин дорожает, и тарифы растут. Если бы якутяне оплачивали фактически стоимость услуг, то есть фактические затраты, насколько это было бы больше, чем оплачивается по действующим тарифам? Сейчас в среднем якутяне оплачивают 28% от коммунальных услуг, но по районам она разная. Например, в городе Якутске жители города оплачивают 72% от полной стоимости, а в арктических районах, например, в Инобатантайском, Момском, там оплачивается порядка 4-5% от полной стоимости. Соответственно, если, например, квартплата составляет 8 тысяч рублей, в Якутске люди бы платили 11 тысяч по полной стоимости. А в Инобатантайском, если, например, они в сельском немножко тарифы снижены, и, соответственно, если 6 тысяч сейчас платят, то там действительно оплата была бы 110 тысяч рублей в месяц. И вот эта вот вся разница ложится на бюджет республики как возмещение вот, организациям коммунального комплекса. Например, если, допустим, за двухкомнатную квартиру, да, человек оплачивает порядка 8 тысяч рублей, то насколько увеличится этот размер с 1 июля? С 1 июля, значит, если вот такая оплата 8 тысяч, да, увеличение составит от 800 рублей до 1200 рублей. Это зависит от того, каким, значит, коммунальными услугами пользуются. То есть у нас есть дома с газом, есть дома без газа, только с электроплитками и так далее. То есть у каждого жителя, значит, разные, исходя из его потребления, количества жителей, да, как он потребляет, значит, коммунальные услуги, платеж, конечно, разный. А в квартплате есть две составляющие. Не только коммунальные услуги, но и за содержание жилого помещения жители тоже оплачивают. Здесь уже собственники жилья самостоятельно определяют. Если коммунальные услуги утверждаются тарифы органом регулирования, то за жилое помещение уже собственники самостоятельно определяют. А если они не выбрали способ управления, то уже это применяет тарифы, установленные органами местного самоуправления. Ну, в лице города, например, мэрии.
Ну и у кого удорожание будет больше? То есть у кого есть газ, у кого нет газа, вот приблизительно. Мгм. Здесь, конечно, мы, когда тарифы устанавливаем, определяем разные степени благоустройства, да, значит, и частично благоустроенные квартиры есть, и частные дома, да. Значит, наибольший платеж, конечно, будет по тем жилым помещениям, где самое дорогое топливо, а это у нас электроотопление. Электроотопление у нас есть в Сунтарском, Вилюйском, Юрпинском, 8 районах. Здесь, конечно же, опережающий рост мы поставили, но фактически они оплачивают сейчас ниже, чем в благоустроенной квартире. То есть просто прирост будет больше. То есть в сельской местности, получается, параметр роста тарифов также зависит от вида снабжения электроэнергией или там газом? Да, тарифы для сельского населения также проиндексированы, но они ниже, чем для городского населения. Значит, это право регионов устанавливать сниженные тарифы для сельского населения. Это применяется у нас значит, по тарифам на электроэнергию. Они на 30% ниже, чем значит, городского населения. Также отопление у нас 30% ниже. А если отапливается газом, там на 16% ниже, а холодная вода, там горячая вода также ниже на 21%. Ну, то есть такие сниженные тарифы мы устанавливаем для значит, муниципальных образований, которые относятся к сельским. То есть это не означает, что именно в селе, да, это может быть город Вилюйск, хотя он и город, да, там, значит, все равно применяется сельский тариф, потому что он относится к сельским муниципальным образованиям. Ну, это оправдано с учетом как бы, количества рабочих мест, количества проживающих. Да, мы сложности смотрим по доходам доступности. населения. Да. Что касается льгот, да, вот увеличится ли количество получателей да, субсидий на коммунальные расходы с 1 июля, и можно напомнить, какие категории туда входят? Значит, адресными субсидиями могут пользоваться любые граждане, да, то есть все зависит от того, какие у них доходы. Сейчас вот максимальная допустимая доля 15%. Например, если у семьи доход 100 тысяч, и квартплату он оплачивает 15 тысяч, да, или выше, тогда он уже претендует на адресные субсидии. То есть здесь категорий нет, здесь могут быть любой гражданин, да, у которых низкие доходы. Соответственно, если вот у него как раз-таки подпадает под такие условия, они могут обратиться в агентство субсидий через госуслуги или там через МФЦ и претендовать на получение адресных субсидий. В доходах учитываются все значит, доходы, включая зарплаты, пенсии, стипендии, выплаты, пособия и так далее. А в расходах уже смотрят фактически уже начисленные расходы на коммунальные услуги, жилищно-коммунальные услуги. То есть, если они не могли посчитать, они могут обратиться, да, представить документы. Есть у нас еще мера для многодетных семей, да, это 30% скидка на оплату ЖКО. Это новая мера, которая была принята в прошлом году, в год детства, да, указом главы. С 1 сентября вот воспользовались пока 5000 многодетных семей с несовершеннолетними детьми. Конечно же, количество таких получателей будет увеличиваться, потому что количество у нас многодетных семей, да, очень радует, что оно увеличивается. Ну, спасибо большое за информацию. Я думаю, что все подготовятся к росту тарифов и будут более готовы к тому, что возможно воспользоваться и субсидиями тоже. Спасибо, что пришли, спасибо, что рассказали. Спасибо. Тарифы повысились, и как никогда актуальным становятся способы экономии ресурсов, которыми мы используем, чтобы не переплачивать. О некоторых неочевидных способах экономии в быту расскажем далее. Анна с мужем и 2 детьми живут в двухкомнатной квартире. Месяц по счетам платят порядка 8000 рублей, включая свет, воду и отопление. Квартплата ежегодно растет, и, как всякая семья, пара думает, как и на чем можно сэкономить. Недавно на кухонный смеситель глава семейства установил аэратор, другими словами, распылитель, который разделяет струю на множество мелких. И даже при небольшом напоре получается довольно сильный поток воды. По заверениям производителей, экономия расхода воды может достигать до 70% в месяц. Итак, я решила провести эксперимент. Набрала воду в ванной с крана без аэратора. А сейчас я наберу воду за то же самое время, за 10 секунд с аэратором.
баночку. Итак, я включаю одновременно воду и секундомер. Итак, 10 секунд закончилось. Вот столько у нас набирается с крана с аэратором за 10 секунд, а столько с крана без аэратора. Посмотрите, какая экономия воды. Еще один способ экономить воду при сливе воды в унитазе – установка двухрежимного сливного механизма. При нажатии маленькой кнопки будет расходоваться не весь бачок, а только небольшая часть. Также Анна приучает своих детей выключать воду во время чистки зубов и выключать свет в комнатах, если они там не находятся. Это же касается и электроприборов, которые нужно не только выключать после использования, но и вынимать шнуры из розеток. О многотарифном счетчике электроэнергии знают многие, но не все знают, что экономия может достигать примерно трети от затрат на электроэнергию. У нас многотарифный счетчик электроэнергии, то лучше всего стирать вечером. Также есть еще одна небольшая хитрость. Можно вещи, которые не сильно загрязненные, спортивные, детские, постирать при температуре 20 градусов за место обычных 40-60, так как электроэнергия расходуется в 2 раза меньше. То же касается и посудомоечной машины. В посудомойке, помимо прочего, уходит примерно в 10 раз меньше воды, чем при ручной мойке. Но если посуды немного, то выгоднее мыть ее все же под краном. К расходам за услуги ЖКХ нередко прибавляется комиссия, которую берут платежные агенты. Поэтому лучше оплачивать напрямую в ресурсоснабжающую организацию, заключив с ними договор. Еще один способ сэкономить – оплачивать счета за ЖКО банковской картой с кэшбэком. Воспользовавшись этими, казалось бы, простыми и неочевидными способами, можно ежемесячно существенно экономить семейный бюджет. Туяра Филиппова, Семен Семенов, Якутск. Напоминаю, что сегодня 1 июля, День национальной печати в Якутии. В этот день в 1907 году вышла в свет самая первая общественно-политическая или литературная газета на якутском языке «Саха Дайдута». Поздравляем всех журналистов и всех причастных к выпуску газет с этой замечательной датой. Ну а какие еще даты и события связаны с днем сегодняшним, нам расскажет наша постоянная рубрика «Даты и события». На календаре 1 июля. Сегодня День ветеранов боевых действий, а также День добровольного вхождения Бурятии в состав российского государства. По народному календарю Ярилин день, макушка лета. Интересно, что до сих пор нет единого мнения о том, кем именно считали Ярилу. Существует, к примеру, версия о том, что он был богом солнца, богом любви и страсти, богом сил природы. Считалось, что на Ярилу все живое приходит в яр, то есть начинает плодоносить. Этот день в истории. 1661. Подписан Кардифский мир России со Швецией. 1751. Вышел в свет первый том первой в мире энциклопедии. 1862. В этот день основана Российская государственная библиотека. 1904. Открылись третьи Олимпийские игры в Сент-Луисе. В этот день родились Готфрид Лейбниц, немецкий философ, математик, физик. Жорж Санд, французская писательница. Вера Мухина, советский скульптор, художник, народный художник СССР. Павел Антокольский, русский поэт, переводчик, драматург. Эсте Лаудер, американская бизнес-леди, основательница косметической империи. Иосиф Шкловский, советский астроном, астрофизик, член-корреспондент Академии наук, писатель. Клара Лучко, советская российская актриса театра и кино, народная артистка Советского Союза. Принцесса Диана, принцесса Уэльская. Именин сегодня отмечают Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Никанор и Сергей. А если вы еще не знаете, чем заняться летом, то сообщаем, в Мирном набирает популярность гавайское развлечение. Саббординг – это водный вид спорта и направление серфинга, при котором человек стоит на доске и катается по воде при помощи весла. По данным Авито-услуги, летом 2024 года саббординг стал третьим по популярности видом уличного спорта после бега и спортивной ходьбы. Подробности смотрим в сюжете Марии Флоренция. Теперь
Теперь для прогулок по Малой Батуобии не нужна лодка. Путешествовать по реке и любоваться природой поможет сабборд. Покорить его несложно, особенно если рядом инструктор Владимир Титов. Мужчина узнал о саббординге 5 лет назад и влюбился. Приобрел сначала несколько досок для себя, потом стал инструктором. С прошлого года обучает катанию земляков. За прошлый сезон, если смотреть, то через меня прошло 150 человек. Они все встали на ножки, все освоили управление саббордом, и с ними уже можно выходить дальше на сплавы. Саббординг – это гребля стоя на большой и устойчивой доске. Человек держится за длинное весло и толкает им воду, чтобы двигаться. Это может быть спокойная прогулка, активная тренировка или даже путешествие по реке. Саббординг сочетает элементы серфинга, гребли и расслабления, как в йоге. При этом он не требует особых физических усилий, поэтому подходит для людей любого возраста и телосложения. Теперь научиться кататься на сабборде можно и в Мирном. Новичкам рекомендуется стоять на коленях в центре доски. Так вам будет легче удержать равновесие, и вы снизите риск падения. Ну и, конечно же, сможете полюбоваться прекрасными видами. Мирненко Любовь Рудых впервые пришла на САП-прогулку за компанию со знакомой. Раньше плавала только на лодке, а на САПе быстро научилась грести одним веслом. Удачно покатались, не свалились в воду. Очень живописное место на самом деле и очень теплая погода. В принципе, как грести вполне знала, но грести одним веслом стало новым открытием, и поэтому теперь мы умеем с одним веслом кататься на саббордах. Научиться кататься на саб-доске можно за 10-15 минут, но чтобы держаться на доске уверенно, нужно потренироваться несколько раз. Аренда доски и всего, что нужно для катания, стоит 1500 рублей за прогулку. Если у вас есть своя, то заплатите 1000. Прогулки проходят по вечерам в будни со среды и с обеда по выходным на набережной Ириляха. Мария Флоренция, Сергей Коротких, медиакомпания «Алмазный край». Ну а для тех, кто любит скорость и рев моторов, а также интересуется историей, наш следующий сюжет. Конец 50-х и 60-е годы ознаменовались необычным бумом. У советских граждан проснулась любовь к мотороллерам. После фильма «Римские каникулы» многим полюбилась итальянская «Веспа», и именно она стала, как и «Фиат» для «Жигулей», прототипом «Вятки ВП-150», которая мало чем отличалась от легендарной «Веспы». Объем двигателя составлял 150 кубических сантиметров. Вятско-полянские конструкторы внесли два серьезных изменения. Увеличили размер колес и объем бензобака, а также предусмотрели двойное сиденье для езды с пассажиром. В целом «Вятка» получилась не лишенной харизмы, и выпуск продолжался более 10 лет. Почти сразу же началась разработка народохозяйственных модификаций – трехколесных грузовых с различными кузовами и мототакси. «Вятка» получила 3 варианта грузовой модификации – бортовой, фургон и аж самосвал. Вторая версия «Вятки» получила уникальные элементы – поворотники на торцах ручек, к примеру, или трубчатую раму сзади вместо цельносварной. Появился вариант с электростартером, который назывался «Вятка Электрон». Второй завод в стране, который выпускал мотороллеры, Тульский, стал родоначальником линейки «Турист», который получил несколько модификаций, и отдельно хотим отметить линейки «Муравей», который выпускался на базе первого тульского грузового мотороллера ТГ-200. «Муравей» оснащался совершенно различными кузовами, в том числе и рефрижератором, вернее изотермическим кузовом, классическим бортовым фургоном. Серия получилась настолько популярной, что выпускалась почти 20 лет. Крест на отечественных мотороллерах поставили 90-е годы, но тем не менее эта славная страница отечественного моторостроения остается в нашей памяти как одно из ярких явлений, присущих 60-х, 70-х годам прошлого столетия. Надо заметить, что у настоящих мужчин не только мужские увлечения, настоящие мужчины еще очень добрые. Тому пример видео, распространяемое в эти дни в соцсетях. На кадрах видно, что мужчины помогают доплыть до берега обессилевшему лосенку. Судя по всему, действие происходит на реке Алдан. Совсем маленького лосенка мужчина держит за рога, пока они не доплыли до берега. Спасенное людьми животное, кажется, так и не осознало, что ему крупно повезло. И теперь он, как ни в чем не бывало, присоединится к своим собратьям. Нет, но правда такие уникальные кадры возможно снять только в Якутии, да? То есть плыл, и вот тебе лосенок. Ну, в общем, мужчины замечательные, что нашли время, выделили как бы из своего отдыха и спасли животное. Ну да, очень радует, что подобных видео достаточно много в
всегда бывает. Так что Дорогие друзья, не забывайте, спасает. да, что мы готовы поделиться вашими видео, вашими историями со всей республики. Отправляйте нам их на электронную почту, пишите в телеграм-канале. Вы станете звездой экрана. Да. Но подобное спасение могло бы стать основой для рассказа, подтолкнуть талантливого писателя создать поистине трогательное произведение. Наша рубрика «Книжная полка» спешит с советом, какую книгу на подобную тематику можно прочитать. Приветствуем, дорогой зритель! Сегодня вместе с тобой я бы хотела окунуться в сборник рассказов под авторством канадского писателя Эрнеста Сеттона Томпсона. Сейчас у меня в руках лишь одна книга из всей серии. Она называется «Лобо» в честь персонажа первого рассказа. О нем мы еще немного позже поговорим. Всего в этой книге 5 рассказов. «Лобо», «Красношейка», «Вулли», «Дикая утка» и «Отчего синицы раз в году сходят с ума». Ну что ж, давайте приступим. Далеко на севере, в штате Нью-Мексико, есть земля, именуемая Курумпа. Долина высоких холмов, богатых пастбищ и немногочисленных потоков, которые впадают в реку Курумпа. Она и дала название всему краю. Королем этих земель являлся старый серый волк, которого местные жители прозвали Лобо. Лобо был гигантских размеров, и он возглавлял небольшую стаю волков, которая уже много лет расхищала местных жителей Курумпа. Хоть и Лобо был очень хитер и силен, все равно в его стае было всего 5 волков. Возможно, из-за его свирепого характера, а может быть, он и сам не хотел. Один из них был даже больше так немаленького Лобо, но все равно уступал ему в силе. Другая, белая волчица, которую мексиканцы прозвали Бланкой, по слухам являлась его подругой. Был еще желтый волк, который бегал настолько быстро, что, говорят, не раз достигал бегущую антилопу. На протяжении 5 лет они каждый день приходили и съедали по одной молодой тёлке. По меньшим расчетам, за эти 5 лет они съели более 2000 особей, возможно и больше. Любой пастух земель Курумпа отдал бы вам много молодых бычков за голову любого волка из стаи короля. Но какие капканы бы они ни ставили, какие приманки бы ни придумывали, казалось, волков это лишь смешит. И так было ровно до тех пор, пока в долине Курумпа не появился человек, от лица которого и ведется данная история. То, что мне нравится в произведениях и рассказах Эрнеста Сеттона Томпсона, это то, с каким трепетом он относится к своим произведениям. Если мы углубимся в его биографию, мы сможем узнать, что он с самого детства любил наблюдать за животными, за их повадками, взаимоотношениями. И главной целью его рассказов является то, что животные также способны на чувства и свои особые взаимоотношения. Данная книга является тому хорошим доказательством. Ну а на этом у меня все. Желаю всем всего самого наилучшего и до скорых встреч! Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. Предпенсионеров России не могут уволить с работы без согласия профсоюза или трудовой инспекции. Предпенсионный возраст начинается за 5 лет до предполагаемого выхода на пенсию. Работодателям следует не забывать о том, что предпенсионера нельзя уволить с работы без согласия трудовой инспекции даже в случае сокращения штата, а также отказать ему в приеме на работу из-за возраста, сказали в Госдуме. Если предпенсионер при этом потерял работу, ему положено бесплатное переобучение и помощь с трудоустройством. Речь идет о... Впервые в истории Горного района юные дарования получили уникальную возможность прикоснуться к высокому искусству балета, не покидая родной район. В рамках мероприятий по направлению искусства «Классический танец» завершился сетевой проект «Хореография». В течение 2 недель Бердигистяхская детская школа искусств в Горном районе стала центром притяжения для одаренных детей. Занятия проводили опытные преподаватели Якутской балетной школы имени Аксении и Натальи Посельских. 3 группы у нас было.
Младшая, средняя и старшая. Много детей. Очень радует, что 40 освоили. 3 танца, допустим, мы разучили. Потом классические эти движения все смогли что-то сделать. Готовится к республиканскому турслету. В этом году он пройдет уже в 8-й раз. На реке Мурбай соберутся 12 команд, среди которых постоянные медики, работники предприятия ЛПТС, Газпром, Трансгаз, Томск, команды молодежи, приедут гости из улусов. Программа обширная. Помимо 50 серьезных и сложных этапов пройдут различные конкурсы, а приглашенные лекторы из Санкт-Петербурга прочитают лекции на тему здорового образа жизни. Организаторы, Комитет по молодежной и семейной политике обещают, будет весело и интересно. Для всех команд предусмотрели хорошие призы, ну а в целом до масштабного события остается всего 18 дней. В этом году мы в связи с тем, чтобы подготовить новые команды к данному мероприятию, провели у себя на территории Ленского района на горнолыжной базе такое мероприятие, как «Путь к победе». «Путь к победе» – это была определенная подготовка к республике для того, чтобы люди могли понять, что такое обвязки, что такое этапы, какие этапы бывают. Скажем так, уже подготовили наши ленские команды для того, чтобы они приняли активное участие. И у нас подготовка уже на таком колоссальном уровне. Мероприятие из года в год проходит все лучше и лучше. Ну и, конечно, здесь финансирует данное мероприятие не только у нас район, но и республика. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Цифровая революция набирает обороты. Ее главный двигатель – искусственный интеллект. Он не просто среди нас, он уже внутри наших смартфонов, машин, соцсетей, банков. Он пишет тексты, генерирует картинки, предсказывает погоду и наши желания. Скорость изменений ошеломляет. Но куда мы бежим? Станет ли искусственный интеллект нашим лучшим другом или скрытым манипулятором? Какие профессии он создаст, а какие уничтожит? И готовы ли мы, как общество, к этому новому миру? Раскрыть карты искусственного интеллекта будущего поможет сегодня наш гость Сергей Степанов, ведущий научный сотрудник, руководитель лаборатории вычислительные технологии и искусственный интеллект Института математики и информатики Северо-Восточного федерального университета. Доброе утро. Доброе утро. Даже такое название лаборатории уже серьезное. Скажите, насколько глубоко искусственный интеллект, на ваш взгляд, уже внедрился, да, в нашу повседневную жизнь? Какие возможности и какие риски это несет? Вот смотрите, искусственный интеллект сейчас везде нас окружает. Это, как вы говорите, от смартфонов до социальных сетей, и даже мы пользуемся ими. Вот 2022 года, как появились большие языковые модели, это те же генеративные сети, которые могут и писать текст, и рисовать картинки. Даже сейчас в последнее время они генерируют видео. Вот, и они, мы им пользуемся, мы их разрабатываем, и это очень сильно влияет в сторону образования, в сторону творческих направлений. Вот, и если смотреть сложности, если смотреть какие-то проблемы в эту сторону, то, во-первых, это, я так думаю, что это творческие, самое главное. Потому что были уже прецеденты в эту сторону. В прошлом году, по-моему, был инцидент о том, что выиграл искусственный интеллект конкурс фотографов. Конечно, потом тот человек сказал о том, что это было генерировано искусственным интеллектом, во-первых. И дальше они начинают еще писать тексты. Есть люди пользуются этим и делают книжки, и даже продают их в торговых маркетах. Вот. Но какие профессии станут наиболее уязвимыми с учетом развития искусственного интеллекта? Вот уже фотография, да, как будто бы отходит на задний план, иллюстрация, да, тоже как будто бы немножко пострадает. А что, наоборот, появится? То есть появятся ли операторы искусственного интеллекта, например? Смотрите, искусственный интеллект сейчас очень сильно меняет индустрию. Вот, он входит всюду. Во-первых, это, как мы думаем со стороны разработчиков, это поможет простым людям, поможет
даже специалистам в каких-то рутинных работах. Тоже написание текста, ответы на письма. Это очень быстро делает искусственный интеллект. Там ничего думать не надо. Когда мы тратили для написания каких-то сложных ответов или сложных текстов, это можно сделать за секунды. Но, конечно, сейчас надо проверять искусственный интеллект, потому что у него есть свои какие-то ошибки, он может ошибаться. Вот. А насчет профессии, я так думаю, что в ближайшие 5 лет не надо думать, потому что есть так называемый AGI, это сильный искусственный интеллект, можно на русском перевести, да? Вот. И пытаются все разработчики, все компании пытаются к этому стремиться. Сейчас искусственный интеллект такой маленький ребенок, и он делает только то, что мы хотим от него. Вот. Пока, да. Но в ближайшее время мы хотим, чтобы это был уже какой-то сверхразум или что-то такое, что так как-то сама думала, что ли, или что-то такое, или как-то делала что-то ближе к человеческому разуму. Пока мы даже, возможно, не создаем полностью, что может быть. Но вот вы как преподаватель видите ли сейчас влияние искусственного интеллекта на обучение? Вот я думаю, может, студенты используются, когда пишут курсовые или дипломные, не дай бог. Да, вот видите, когда бум всего это начался, в 23 году даже был инцидент. В Москве студент написал свою работу с помощью того же ChatGPT или DeepSeek в то время не было, через искусственный интеллект. Вот. Но он сказал об этом, но ему поставили 5, по-моему. Вот. Но у нас сейчас везде и всюду используется. Есть в то время еще есть же такое понятие антиплагиат. Вот. В то время антиплагиат не знал, что это искусственно созданный текст. И были такие инциденты о том, что типа студенты приносят дипломные работы. И вот эти дипломные работы, у них антиплагиат показывает 98-95%. Ну, мы-то понимаем, когда мы читаем, человек, когда читает, он, преподаватель читает, он понимает о том, что это написанный текст, не написанный студентом, да, это генеративный текст, который написал искусственный интеллект. Вот. Сейчас очень много где используется в образовании, конечно, все ломанулись туда, все начали использовать в образовании. Вот. Это, конечно, с одной стороны плохо, но мы все равно к этому идем, и надо как-то вместе с ним жить уже. Это как появление сотовых телефонов, появление интернета. Вот. И мы сейчас пытаемся, я пытаюсь делать, чтобы когда требую какой-то текст, курсовые работы, то говорю, чтобы они написали своими руками. Чтобы они хоть прочитали. Письменно. Да, потому что они все равно берут оттуда, пусть они прочитают, то они хоть поймут, что они там писали, и могут переписать. Да, потому что, вот, я как говорил, генеративная сеть может написать. Как подготовиться к миру, в котором будет доминировать искусственный интеллект? Как человеку у себя защитить персональные данные? Как вообще научиться преподавателям работать, да, с учетом адаптироваться к ИИ? Да? Как в повседневной жизни, может быть, простому человеку тоже использовать искусственный интеллект уже, допустим, старшему поколению безболезненно для себя? Во-первых, самое главное, это не надо генеративной сетью, когда вы пишете запросы, так называемые промпт, да, не надо писать какие-то данные про себя, потому что это все сохраняется, и это уходит куда-то в другое место. Вы это никак не контролируете. Вы один раз запрос написали, и это все уходит. Вот. Из этого не надо писать конкретную часть, вот кто-то я, там какие-то даже паспортные данные, да, грубо говоря. Вот. Можно спрашивать, конечно, какие-то абстрактные вопросы или какие-то вопросы по учебе, но не надо со стороны безопасности спрашивать конкретные вопросы, которые сильно будут потом влиять на вас. Спасибо большое. Будем смотреть за развитием лаборатории, смотреть за развитием искусственного интеллекта. Да, спасибо. И, дорогие друзья, не забывайте благодарить искусственный интеллект после каждого запроса, после каждого ответа, да, на всякий случай. Спасибо. А в Кемеровской области прошел необычный фестиваль Динотерра.
Сотни людей шествовали в костюмах древних доисторических животных. Как это было в следующем сюжете? Добро пожаловать в эпоху динозавров! В эти выходные деревня Шестаково в Кемеровской области на время превратилась в настоящий парк юрского периода. Здесь прошел фестиваль Динотерра – масштабный праздник, посвященный древним гигантам, которые миллионы лет назад бродили по этой земле. Диплодоки, тираннозавры, стегозавры и даже юркие велоцирапторы – все они ожили благодаря участникам фестиваля. В детально проработанных костюмах люди не просто гуляли, а устраивали целые представления, воссоздавая повадки доисторических рептилий. Это уникальный фестиваль, такого больше нет на территории Российской Федерации. Это самый большой научно-популярный фестиваль. Фестиваль собрал тысячи зрителей, и взрослых, и детей. Для многих это не просто развлечение, а возможность прикоснуться к истории. Ведь Шестаково – одно из немногих мест в России, где действительно находят останки динозавров. И когда ты не только слушаешь звезд, когда ты не только потребляешь какой-то контент, но и ты меняешься, когда ты участвуешь в диношествии, когда ты участвуешь в флешмобе, то есть ты становишься звездой нашего фестиваля. Это такая площадка, где ты можешь измениться, научиться чему-то и поучаствовать, стать большой командой, которая делает этот фестиваль. Динотерра доказала, древние гиганты могут быть не только объектом научных исследований, но и частью яркого, захватывающего праздника. Кто знает, может, в следующем году фестиваль вырастет до международного масштаба, ведь динозавры объединяют. Нет, ну вот, мне кажется, замечательное видео, только что посмотрели. Но помнишь последняя информация о создании парка юрского периода, где будут наши мамонты? Ну, нашли же. Нашли же. Вот я все с нетерпением жду, когда это откроется в Якутске. Слушай, ну да, мы ждем, и интересно. Я все не могу забыть про искусственный интеллект. Это тоже тема очень интересная, вот как она внедряется, да. И, кстати, мы с нашим гостем еще продолжим общение в Телеграм-канале, поэтому, если что, заходите, подписывайтесь. Да, и вы тоже можете узнать много всего интересного. Да. Потому что, ну, если мамонтов пока нет, можно их дорисовать. Ну, Ну, на а самом мы- деле, всем да. хорошего настроения, прекрасного утра, отличного рабочего дня. Оставайтесь с нами на самые интересные новости, самые позитивные сюжеты. И мы всегда рады излучать тепло и хорошую энергетику. Увидимся с вами завтра в это же время на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Пока.